И не надо вот писать, что 70 сантиметров щука это не трофей. Трофей это еще такой трофей для наших рек. Айда подняла первого рябчика за целый день ходьбы. Вот здесь куда-то она села. Сейчас поближе подойдем. Если увижу. Где-то она тут рядом. Смотреть главное. Где-то она тут. Стрелять бесполезно сейчас. Вон как хвостом виляет. Даже ружье поднимать не буду. Куда-то она. Где же она? Сейчас взлетит и увидим. А, вон. Чуть дальше, оказывается, я здесь смотрел. Ладно, он на том большой, за этой сосной большой. Где-то на сучахе. Сделано он. Лок, не шуми. Ага, там еще слышно их. Лафа закончился. Парк закончился. Вот такая задница у нас впереди. И нам надо идти. Я уже сейчас начинаю идти по навигатору. Как бы более краткий путь буду искать. Уже повернул в сторону избы. Как бы немножко кружок еще сделаю, если будет более сухое место. Но в этих местах я редко когда хожу, и основное эти места я не знаю, но я знаю, что придется перейти 2 ручья, которые мы с утра переходили до обеда. Нам, чтобы добраться до избы, обратно надо перейти эти ручьи. И переходить будем в других местах, не знаю, какие места там нас ждут. Но походу не очень приятные. Но ничего страшного. Надо ходить везде, узнавать новые места. И будем знать, где в следующий раз ходить. Где что есть, какие места, какой лес. В общем, Айда догнала даже меня. И мы уже по навигатору путь держим. До этого места пока ничего. Последний раз вот немножко поснимал рябчика. После него я больше ничего пока не видел. И в принципе такой круг сделали. И в эту сторону, как думаю, прилетел глухарь. Надеемся, что он где-то рядом. И Айда найдет его. Чаще тут проходимая. Но основное нас ждет еще впереди. Здесь я еще
не было. Как бы проходил там. И где-то в другом месте переход тоже один раз сделал. Но сюда еще я не заходил. В общем, потихоньку я иду в сторону избы. И где-то с километра, наверное, еще пройдем. Километр, может 2. И сделаем привал, перекур. Ветер так и не поднимается, тишина вообще. Вышли на ельник. Такой мелкий ельник, не крупный. И там где-то метров 300 сзади взлетел рябчик, который я заснял немножко. И там она свистит. Свистит одна самка. Сейчас подождем, опять свистанет, наверное. И нигде никто не откликается, ни одного самца нету. Я не знаю, где боровая дичь, а рябчиков никого. Самка кричит там, орет, зовет. Но самцов нету, самцов дефицит. Тут тоже вот старые следы, вон видно, как боровая дичь тоже здесь камушки собрала. Кополуха, наверное. Че замолкла? Перестала свистеть. И у меня с собой тоже нету манка. Можно было бы, конечно, посвистеть. Вон там она уже. Вон слышит. Вон там уже перелетела. Вон там была. Вон туда перелетела. И сколько... О, самка. Сколько уже свистит. Ни одного самца. Во как природа наказывает. Самка зовет, а самцов нету. И видно, что самка. Видно, что нет, здесь 2 штуки, оказывается, их. 2 самки. Сразу не понял. Но 2 самки там. Опять перестали. Видно, что выводки почти все погибли. Мало кто осталось. Да. Одна там. Да, 2 штуки их там, 2. 2 сам. Самец. Опять самка. Там дальше самец один. Если с манком, это 100%. Его можно приманить. Да, несколько штук их. Штук 3 точно есть верняк. Но все равно выводка, как я думаю, погибли. И вместо вон, смотрите, какая хорошая, блин, такой елки, сосна. Именно вот для крупной боровой дичи такие места. Здесь уже мы по пути. Направление у нас избушка. Возвращаемся потихоньку. Да, отличное место для охоты, конечно. Свистят. Один самец, оказывается, был даже. Где-то должен быть ручей, наверное. По навигатору посмотреть, и надо перейти большой ручей. Не знаю, где я нахожусь вообще уже. Запутался вообще. Место приятное, я просто вот хожу, тупо иду вперед.
чтобы не пропустить такие места. В надежде увидеть кого-нибудь. Идем вперед. Взлетели пара рябчиков. И там сел один, я видел. А это там тоже опять внизу. Не подстрелить ничего. Собака, в общем, только мешает. Мешает на охоту на рябчиков. Где-то он здесь он сел. Хоть заснять нормально, не знаю, получится нет. Не вижу я его. Вот это да, найди меня. Не взлетела и никак не могу найти. Я оттуда пришел уже, все деревья уже просмотрел. Уже под деревом, где примерно он сел. Стою, разговариваю уже. Да, затаился и не знаю, где он. Сосны, конечно, тоже высокие. Не знаю, или на сосне сидит, или на елку куда сел. Но конкретно затаился. Ай да уже ей пофиг. Сидит и сидит. Но не взлетела. Не взлетел. Не знаю где. В общем, оставляем. Короче, хорошая маскировка у него. Даже заснять не удалось. Фиг знает где он. Куда-то вот здесь вот сел. Ориентир у меня вот то сухое дерево было. До этого сухого дерева где-то вот в эти деревья и толком так и не увидел. Короче, оставляем. Все, сдаемся. Без этого места нам обратно не возвратиться. Надеюсь, это тот ручей, о котором я думаю. Это большой ручей, надо пройти. Так, место, конечно, мягкий, но терпимо. Сейчас дойдем до самого... А, вон он, наверное. Уже как-то течет вроде как. Или только это начало. Основное может еще впереди. Это сейчас полноводье там. Ручей. О, блядь. Ничего, тут глубина. Чуть не провалился, блин. Так. Так. Ну, вон он ручей. Самый главный это впереди оказался еще. Нормально. И переход самое то. Во как мы попали. Ништяк попали мы. Ну, вот по этим корням деревьев я и перейду. Или там еще. Блин, как-то непонятный ручей какой-то. Но должны мы пройти, в принципе. С легкостью, между прочим, перешли. Так. Не знаю, как там, что ждать. Еще дальше. Вот. Вот в таких местах и можно встретить лосей. О, непроходимая чаща. Где они обитают? Где людям непроходимо, им раздолье. Любят такие места. Ну, ручей по всему берегу течет. Вышла из берегов вообще. О, блин. Так, там смотри еще
Дальше преграда нас ожидает. Ну, это оказывается еще дальше еще круче. Вот самое главное. Здесь вот нам надо и переход найти. А там оказывается это как-то развилка какая-то. Но основной ручей вот еще здесь. А там в принципе уже тоже сосны видны, наверное, там уже берег. Где бы свалившее дерево найти и что-то такое. Здесь глубоко. Здесь глубоко. Ну, вон. Половина бревна лежит, а тут, блин, как же быть-то? Нету перехода пока. Если тут попробовать, корни ивы там может выдержат меня. Так, да. Здесь, в принципе, наверное, я пройду. Конечно, снимать я не смогу больше. Но переход, я думаю, получится тут. Как-никак. По всему периметру везде вот течет. Так. Как же быть-то? Ладно, сейчас я выключу. Здесь надо проскочить мне. Здесь глубоко. Проскочу. А там уже ивы в эту сторону гнутые. Там я тоже как-нибудь. Но я думаю, все получится. Вроде все без приключений обошлось. Я перешел эту речку. Перешел я этот ручей. Там корни ивы, елки, там все помогло, конечно, мне. Все переплетено там. И как-то с легкостью перешел я вообще. И тут уже большая земля. И как я думаю, если не ошибаюсь, там такой преграды уже не будет. Там вроде как ручья больше нету. Маленький ручей должен был еще быть, но это выше там. И этот ручей впадает в этот большой ручей, как помнится. И здесь уже нормально будет идти. Ребят, привал небольшой. Сейчас немножко покушаем. Немножко отдохнем. Я тоже чуть-чуть подустал. Как-никак уже сколько прошли. Тоже немножко покушаю. Взял гречку, кашу. Но ложку я не взял. Я не знаю. И с вечера уже приготовил маленькую ложку. Думаю, возьму. И когда рюкзак собирал, ложку я и забыл. Сейчас я тоже немножко покушаю. Вот. Ну, кушать так придется походным путем. Вот такая ложка у меня. Гречка, каша. И ножом приходится. Ну, нормально. Не впервой. Вы не представляете, как вкусно. Бывает дома, когда готовим пищу, еду. И там капризничаем. Все время что-то хочется вкусное. Химию какую-нибудь. Бегом в магазин что-нибудь. Покупаешь колбасу там. Еще какую-то хрень. А суп или еще какая еда, уже оставшая на второй день, уже не хочется, капризничаешь. А в лесу
любая еда, любая пища вкусная. И вот такая химия у меня тоже с собой. Колбаса краковская. Люблю я эту колбасу есть. В общем, я буду, это считай мой обед. Там я немножко перекусил даже, в одном месте останавливался. А здесь я буду полностью уже обедать. Пообедаю и дальше пойдем. Чуть-чуть ветер поднимался, солнце выглядывает. А мы возвращаемся обратно уже в избушку. Направление избушка у нас. Все, я ем и пойдем дальше. Конечно, вряд ли увидим, но где-то рядом, вон они, прямо на нас летят лебеди. Думаю, удастся заснять. Буквально над нами. Сейчас. Да. Вон они, красавцы. Сейчас приближу, что смогу. Вон они. Фокус теряется. Вон. Сколько их? Очень много. Штук 20 точно есть. Лебеди 1 октября сегодня. Полным ходом уже улетают. Вот так вот. Значит, на севере уже холода. Я поел, все уже. Сейчас еще чай попью. И дальше. Дальше путь. Все, айда. Лебеди полетели. Домой. Я уже на подходе к избе. Там уже, вон, изба видна. Буквально осталось там 40-50 метров от силы. И прошли мы где-то, наверное, по усталости, как я чувствую, примерно 15-17 километров, не больше. Хотел еще больше, круг сделать. Но я срезал, надоело. Бесполезно там искать, если дичи нету. После того, как мы пообедали, там еще в 2 местах, наверное, видели рябчиков, но с собакой охота не удается никак. Крупной дичи нету, а рябчиков гоняют. И с завтрашнего дня, наверное, я в лес буду выходить один, без собаки, потому что с собакой ни глухаря не подстрелить, которых нету, и рябчиков. Рябчики немножко есть, но с собакой ничего не удается добыть. Еще светло, успели вовремя, в общем, мы пришли к избушке. Сейчас немножко отдохну и пойду проверю сетки. Может, рыба какая поймалась. И можно считать, опять день закончился. Вот такой поход сегодня у нас. Да, такой поход у нас. Ну, что поделаешь. Нет, так нет. Повезет в следующий раз. А сегодня уже будем отдыхать. Сейчас затоплю костер. Растоплю или затоплю, как правильно. Лонта костер. И будем кипятить чай, отдыхать. Так что не знаю, сегодня что-то еще буду снимать или нет. А пока выключаюсь. Ух, как становится ясно, светло, солнечно. Вообще хорошая погода. Но листьев пока много. Ориентир такой. Все эти листья упадут и придет поздняя осень. Будут снегопады и еще. А листьев много еще. Я думаю, надо, наверное, съездить домой на пару дней.
Посмотрим. Утро вечера мудренее. Отдохнем, утром проснемся, посмотрим, что дальше делать. Да, это отдыхает уже. Уже отдыхает. А, смотрите, как разыгралась погода. О, безоблачно вообще. И чуть-чуть ветерок поднимается. Я сейчас занимаюсь, заготавливаю дровишки. Травишки 2 раза уже сходил. Кто из подписчиков знает, как я весной делал дрова. И оттуда я сейчас таскаю. В общем, оттуда я таскаю по 2 чурки за 1 раз. И буквально только что я вернулся с рыбалки. О, солнце как светит. Сходил на рыбалку, проверять сетки. И не знаю, штук десяток, наверное, рыб попалось. Не крупных, средних размеров. И показывать не хочу и не буду. Потому что сейчас выкладывал тоже видео летом, уже к осени, как я разделывал щуку, и там комментарии пошли, конечно. Это не трофей, не умею чистить даже рыбу. Вроде как сейчас мне передали, сейчас комментарий только что вроде как появилась. И если 70-сантиметровая щука это не трофей, я не знаю, какая. Я других размеров рыб пока не ловил. 80 сантиметров самое крупное, что мне попадалось. И 70 сантиметров я тоже считаю уже трофейный размер для наших рек. Конечно, я живу именно в том месте, где река не так богата рыбой. Все крупные уже давно выловлено. И что остается только поменьше, мелочь, можно считать. Где вот, скажем, бывает, посмотришь видео, там 50 сантиметров щуку поймают, лови, отпусти, что-то выпендривается перед видеокамерой. Но 50 сантиметров это уже нормальная рыбина, можно взять. И чем меньше рыба, даже я вам скажу, она вкуснее. А поймаешь ты метровую щуку, это то же самое бревно полено. Мясо какая-то суховатая. Некоторые делают котлеты, только именно для котлет. А чтобы вот на жаркое что-то... Я вам говорю, что вот 70-80 сантиметров, они у этих щук уже мясо уже, не такое сочное, как, скажем, 50 или 40 сантиметровые щуки. Если я поймаю 40 сантиметров, я не буду отпускать. Я прямо всем говорю. Потому что у меня выбора нету. Что поймаю, это все мое. Так что хотите, судите, хотите, дело ваше. И не надо вот писать, что 70 сантиметров щука это не трофей. Трофей это еще такой трофей для наших рек. Я не знаю. Это те пишут, кто где-то на Енисее, там на Печоре, скажем, вот в Коми, если взять Печору, она богатая рыбой река. И посмотрю, я на Ютубе посмотрю, вот тоже канал Братья Приходько, и частенько я их смотрю, вот и ихний канал смотрю, и там вижу, какая река. Блин, я таких рек еще, правда, не видел. Скажем, я сейчас в Питер ездил, там Вым, наверное, переезжали через Вым, мост, там поезд приезжал. И это уже тоже река, как бы с размером, конечно, прилично. Уже, мне кажется, это уже для меня это большая река, потому что, что у нас возле села река Нившера, там ручей, натуральный ручей, сравнением с теми гигантами, с Енисеем или с Печорой. Там, конечно, и рыба есть. И язей как
как пескарей ловят, ну, столько язей. А у нас штучные экземпляры поймаешь, ты уже радуешься. Мало этих рыб у нас. И стараются, приезжают с городов, также за хариусом, ну, не знаю, что там ловят. Мне лично хариусов искать, ловить как-то не так охота. Я лучше посижу в палатке, ельцо половлю. Мне ельцы нравятся. Вкусная рыба, елец. Вот так вот. И здесь вот дровишки мои я весной заготавливал. Для новых подписчиков можете посмотреть будни, таежные будни охотника на фильм мой. В нескольких частях тоже я заготавливал. Здесь дерево лежало бесхозное, там сломалось, вон там сломалось, и я, в общем, спилил это дерево и вроде как подсохло. Ну, не вроде, а уже сколько, 5-й день сегодня уже, все этими дровами и топлю печку, костер. Дальше здесь сухостоева не осталось, если только подальше вон там за избушкой, я там присмотрел тоже, но он в стороне. И здесь уже, что было сухостоя, уже ничего не осталось. Что можно было, я сам свалил, и ветер помогает еще. Ветер каждый год валит и гниет все. Вот так. Ну, здесь вот тоже как бы я не колол, дерево было сырое и погода теплая. И плохо колется тогда в теплую погоду. И все равно я спилил, там паз сделал, как бы вот здесь паз сделал, как бы, чтобы высохло дерево. А вон, смотрите, синий болонь. Это часть болонь, наверное, называется. И посинело. Но все равно горит. Вяло так, не активно, но все равно погода сырая. Она влагу еще набрала, эти дрова. Ну что, сейчас я буду еще один рейс или две ходки, может, одну ходку или 2 ходки сделаю и буду колоть эти дровишки и затоплю печку, уже вечереет. Солнце скоро сядет и темно станет. И до темна я скалю дрова и почищу картошку. Хочу пожарить сегодня картошки. Потому что я картошку привез, а картошку практически я не ем. Каша, суп, на суп тоже мало уходит. Так, картошку пожарим и будем ужин картошки. Завтра посмотрим, какой день будет. Какая охота, хрен его знает, что-то вообще настроение так не очень, потому что что-то в этом году и дичи нету у нас. Рыбы мало и дичи нету. Вот так вот. И за осень вот видел только вчера гусей, ну лебеди, это не в счет, а гусиных перелетов тоже у нас нету. Все уходит через Печору, через Усть-Сильму. Основной перелеты там, через Ижемский район, Ижму, наверное, там вообще бьют, конечно, их очень много. А у нас нет. В 92-м году только вот, помнится, 92-й год был, когда гусиный перелет через нас пролетели гуси. Но где-то в других районах холодно было, или я не знаю, ветер другой. И гуси сутки напролет вот летели целые сутки. Косяк за косяком, непрерывно. Вот, буквально там 1000 косяков, наверное, пролетело через нас. Некоторые стреляли, тоже добывали. И на Вишерских болотах там тоже отдыхали они по 1 000 000 штук, наверное. И сейчас, наверное, там тоже через Вишерские болота, в принципе, тоже летят. А здесь обходят стороной. Здесь как-то не ихняя дорога, видимо.
через нас. Мимо нас пролетают. Мимо нас. Ну, все. Я, короче, занимаюсь дровишками, а там надо уже отдыхать. Ужин приготовить и отдыхать.